Всем большой привет из Коми. Сегодняшнее видео будет поход в лес с Туланом. И будем тестировать новый ошейник. GPS ошейник трекер от фирмы Artel. Вот такой базовая станция. Вот ошейник. Немножко побродим по зимнему лесу. Сейчас пока я буду одевать этот ошейник на собаку, вам предлагаю посмотреть обзор, распаковку, что идет с ошейником. Ну и немножко там поговорил о характеристике этого ошейника. Ну и в процессе похода я дальше буду вам рассказывать об этом. А сегодня первый тест такой будет, самому интересно. И думаю, вам тоже будет интересно. Приятного вам просмотра. Ну вот, ребят, распаковываю. Упаковку убираем. Упаковка выглядит вот так. Смотрите. Он дополнительно еще в пленке. Не открывали ничего. Все в вакуумной упаковке. Идеально. Все запаковано. Тут также антенна. Да. Вот она, антенна. Все открыл. Так, дальше у нас получается, как это открывается, интересно. А, вот. Вот и все. Давайте поближе я сейчас поставлю камеру и посмотрим, что здесь у нас в коробке, что пришло. Так, упаковано очень аккуратно все. Вот смотрите, вот он, как все выглядит. Artel. Здесь инструкция, книжка. Надо обязательно немножко пробежаться тоже, посмотреть, как все это выглядит, что с чего начать, как им пользоваться. Инструкцию обязательно надо прочитать. Дальше у нас получается вот она, та самая база. Вот, но она здесь тоже аккумулятор есть. Это чуть позже посмотрю. Вот. Это здесь антенна от базы. Вот как это все выглядит. Вот. Сюда вставляется. Дальше снимаем. Вот оно. Так, ну тут уже сам ошейник. Вот он. Сам ошейник от компании Artel. Вот он как выглядит. Сюда ставятся электроды. 2 штуки. Это чтобы собаку там дрессировать. Вот. Здесь получается еще силиконовый чехол. Вот так это. И шнур еще там. Чтобы вешать GPS на шею. Вот эти электроды вот так они выглядят. Но они на моей охоте в принципе он не нужен. Дальше для зарядки здесь провода. Вот. Этот провод получается для ошейника. Даже куда-то вот как-то может. Но это надо тоже разбираться. Для ошейника вот такой вид. Вот. Так он ставится. И еще второй провод, это уже для этого, для базы. Вот. Тоже зарядка. Вот, ребят, мои зрители, первым делом, конечно же, закрепим антенну, как это должно выглядеть. Вот как это выглядит. Он не такой тяжелый, самое то. Ошейник сам ярко-оранжевого цвета. Здесь есть светоотражающая лента, которая очень важна для, если вы охотитесь возле дороги, то
Если едет машина, под фару уже попадет, там собака там издалека увидят. Где-то вот с размером, не знаю, для маленькой собаки, конечно, это будет великий ошейник, а для лайки или же для гончей, то есть очень много такой вот размер хороший, чтобы вешать на большую собаку. Но в основном охотники охотятся, конечно же, с лайками или же с гончими. Вот. Здесь, в этой базе, только можно видеть собаку, как он идет, в каком направлении, расстояние, на каком расстоянии сидит собака, стоит или лает, там вот это все можно увидеть. Если вы поставите сим-карту, то можно, есть функция звук, микрофон, как бы на кого лает или посторонние шумы, там медведь там мычит или же рычит, или вот это все можно услышать. А так просто, как сказать, его можно видеть здесь. Направление, еще раз говорю, и на каком расстоянии сидит или же бежит, это все есть в нем. Вот. Антенну также можно поменять. Здесь на базе, вот, пожалуйста, два вида антенны можно поставить. Также можно поставить электроды на ошейник. На ошейник поставить электроды, и можно дрессировать собаку. Скажем, дать. Есть функция, через которую можно там передать ток небольшой. Передает ток, и собака это чувствует. И кто как научит. Можно научить, чтобы собака вернулась к вам, или же если чему-то дрессировать, там, что если нельзя делать, то можно тоже ток вот сделать. Насчет симки, можно, скажем, здесь если МТС стоит, здесь Теле2, без разницы, он будет работать. Самое главное, чтобы связь ловила. Вот. Поддержка спутников. Идет GPS и GLONASS, или как, наверное, GLONASS называется. Два вида спутника я точно знаю. Ну, в наших местах это точно будет работать. Здесь стоит встроенный аккумулятор, который работает 34 часа. Ну, я думаю, на 3 дня охоты эта зарядка точно будет, достаточно выдержит. А здесь стоит вот такой аккумулятор. Можно купить запасной, можно также подзарядить этот аккумулятор. Ну, 18650 написано на аккумуляторе. Вот. Лучше, конечно, купить второй аккумулятор, и проблем никаких не будет. Еще хочу добавить, здесь на этом дисплее вы только будете видеть направление, где находится собака, расстояние, сидит собака, бежит собака, но не будет у вас тут карты и где именно находится ваша собака. Можно закачать приложение Artel, которое я уже закачал на свой смартфон, и туда можно закачать офлайн карту от Google. Google и еще какие-то вот. Надо посмотреть, книжка там. В общем, это приложение скачиваете, и через это приложение, через Wi-Fi уже будете видеть именно на карте, где находится ваша собака. Силикон, тоже чехол нужен. Потому что у меня есть второй навигатор для пеших походов,
который без этого чехла, эта кнопка износилась и рассыпалась просто в утиль. Такие вот. Вроде и думаешь, он не нужен, но обязательно. Да и цвет такой приятный, что если вдруг потеряете, издалека он будет виден. Я еще не включал. Можно, в принципе, включить там, посмотреть, что и как. Еще надо откалибровать, как сказать, компас. Это делается вот так, 8. Я первый раз, ребят, если честно, я первый раз в руках держу. Я смотрел видео в ютубе, там, как люди делают это, тоже уже как бы пример взял. Потому что я еще книжки не читал, ничего. В моих охотах вы будете сейчас уже в основном на промысле или еще, куда я буду ходить с собакой, это уже будете видеть в моих фильмах. Да, и многие зрители уже несколько лет мне пишут, что я купил вот такой вот GPS-ошейник, потому что у меня собака ходит далеко и бывает не понимаешь, в каком направлении он. А вот это будет в помощь. Именно когда в дальние походы ходить. Думаю, все это дело пригодится. Вот. Ошейник заряжается, зарядка есть. Этот тоже можно заряжать. Пока не понял, где эта зарядка, тоже вот надо посмотреть, может где-то внутри. Не знаю, надо разбираться. А, нет, снизу. Потому что он как бы и вот тут. Да. Вот зарядка вообще с нижнего и внизу. Вот этот тоже водостойкий. Скажем, если собака перейдет речку, то ничего страшного с ним не случится. Так что давайте еще хоть посмотрим, как он работает. Или работу. Ну да, в принципе, включим, посмотрим, работает или нет. А остальное уже в походе там буду я дорассказывать, что я пропустил. Ребят, еще забыл сказать, что тут под аккумулятором стоит карта памяти. Вон. Здесь видите. Вот это тоже идет уже с GPS. Вот. Ладно, сейчас обратно все соберем и попробуем включить. Примерно минут 15 я подзарядил. Пока заряжал, одел вот такие силиконовый чехол такой. И вот это как выглядит. Это, конечно же, защитная пленка. Это я уберу. Вот. Давайте сейчас по-новому попробуем. За 15 минут зарядилась или нет. Вот, пожалуйста, Артел появился. Ну, зато я вам показываю честно, что, как сказать, в коробке они пришли без зарядки. Необходимо откалибровать. Так, вот это я не вижу, что там написано. Вот это все-таки, наверное, надо было не убрать. Окей. Вот показано, как это все делается. 8 так надо. Так, такс. Как-то вот так. Текущая точность высокая, вот пишет. Здесь видите. Текущая точность высокая. Вот. Готово. Вот это как рабочий стол. Компас. Ну и здесь привык я уже как к сенсорам пользоваться, как на смартфоне, но здесь получается все это кнопкой надо. Вот. Ошейник. Здесь вибрация, дрессировка. Вот. Это дрессировка мне он ни к чему. Так, окей. Вот, пожалуйста, Shaver показывает все точно. Давайте здесь. Так, слабый сигнал GPS, выйди на открытое пространство для определения. Ну, показывает, что зарядка вообще минимальная у меня.
И я нахожусь в помещении, поэтому с GPS, со спутником связь чуть-чуть не очень. Вот. Вторая зарядка у меня вот здесь, как он тоже немножко подзарядил. Он одним щелчком вытаскивается, все легко. Давайте попробуем сейчас включить этот ошейник. Сразу он включается. Пожалуйста. Да, хотел еще добавить, что, как сказать, он что-то вот мигает. Зарядка вообще. В общем, надо зарядить. Чуть-чуть зарядка я. И здесь слабая зарядка. Давайте оставим, не будем мучать. В следующем фильме я еще дополнительно вам покажу, как это все ловит. А сегодня просто он, зарядка немножко слабая. Вот. GPS точно все это показывает тоже. Назад. Так. Где меню, интересно? Так. А, вот он. Так, может, нет подключения. Добавить. Устройство не активно. Так, добавить ошейник. Удержите кнопку включения 2 секунды. Так. Получается, он уже поймал, но он... Вот, пожалуйста, ошейник есть. Все. Здесь на табло. Так, сохранить. Ожидание готово. Все. Можно вот название поменять здесь ошейника, и на табло здесь на экране будет видно до 3 ошейника. 3 собаки можно сразу вот одним разом видеть. А в принципе он до 20 собак можно сразу контролировать, если есть у вас 20 ошейников таких, без проблем. Так, это назад. Сейчас компас, если поставить. Вот уже я вижу собаку первую. Вот. Где он находится. Это уже в полевых условиях будем тестировать в следующей серии. А здесь самое главное я показал. Включается. Я уже один ошейник как бы подключил к базе, и в дальнейшем уже все будет четко. Смотрите, собака уже бегает в ошейнике. Ну и мы сейчас тоже будем включать трекер, базу. Так это все выглядит. Артелу. Ну и компас там. Надеюсь, все будет хорошо. Ну вот, ребят, видите, собака уже там далеко. Вон он бежит. И здесь мы видим, как он... Сейчас, секунду. Видно, что собака бежит. Вот здесь функция зарядка ошейника. Ну и у базы там в углу зарядка. Как бы все это видно. Ошейник, не надо бояться, что он разряжен. 219 метров, вот он. Вот сюда надо смотреть. Оказывается, он бежит. Вот 231 отдаляется. Ладно, мы тоже сейчас пойдем. Будем бродить и наблюдать. Вот эта точка на стрелке показывает, что связь держит база с ошейником. Вот. И видно, как собака бежит тоже. 266 метров. Но я его даже уже и не вижу. 264. Увидел собаку. До меня 100 метров. 90. Вон он бежит. Вот. Радостный. Отпустили на волю. Сегодня просто поход будет у нас. Ну вот 14 метров. Вот он. Все, 7 метров. И
0,1 метр. Я уже брожу по такой зимней тайге. Снег глубокий. Снега много. Собака вон туда куда-то ушла. Я начинал тоже идти, но передумал. Сейчас возвращаюсь к мотособаке и уже поедем дальше. К речке съездим. Тут однотонно. Такое вот болотистое место. Тяжело ходить. Собака у меня находится 81 метра от меня, вон в той стороне. Мы исследовали, тут прошли они. 81, 83. Немножко даже отдаляется. Вот идет спокойно, спокойными шагами. Чисто на север. Показывает вот. 103 метра. Чуть-чуть 108 еще отдаляется, идет куда-то в ту сторону. Так, ладно. А мы наоборот к мотособаке сейчас идем. 120 метров. Еще дальше идет. 124, 127. Потихоньку. Он по своему курсу чисто на север идет. Ладно. Все равно я выйду к мотособаке и буду наблюдать, насколько далеко он пойдет или догонит. И как будет связь держать ошейник с базой. Догоняет собака 52 метра. 52 уже. 48. Сейчас где-то уже на горизонте он появится. Вон. Уф, блин, ребят. Уже все, надо лыжи одеть. Потому что вон он появился, туланчик. Ну, понял, что я возвращаюсь и тоже пошел за мной. Ну и отлично. В общем, пока все работает. Да, Тулан? Вот так вот. Размер подошел тебе. Все хорошо. Издалека виден. Вот если что там. Это светоотражающая лента. Блин, под фонариком я с дома там посмотрел. Вообще огонь как светит. Все здорово. Ладно, сейчас он будет меня догонять. Еще километра 3 поеду я на мотособаке. Вот на чем я приехал. Мотособака. И уже дальше поход продолжается. Из соснового леса я, короче, перешел такой ельник. Собака недалеко от меня, вон он. Ходить уже без лыж, ну вам скажу, тяжковато. Но западносибирская лайка пока тоже справляется. У западников лапы длинные. От собаки, наверное, метров, ну, мотособаки отошел примерно 300 метров. Вон он, тулан наш. Ушел. Ну вот сейчас будем тоже. Смотрите, в каких условиях, суровых условиях тестирую я этот GPS ошейник от компании Artello. Потому что густая тайга и очень-очень много снега. Уже по колено, почти в некоторых местах выше колена. Вышел к таежной реке. Вон собака бегает. Не только сейчас я вижу здесь воочию, но я его буду видеть в самом ошейник в трекере, там базы. Река еще открыта, смотрите. Опасно ходить. Везде все открыто. Смотрите, какой густой лес. Там река. По реке моя собака ходит. Сейчас я посмотрю. 230, 240 метров. 243. В общем, собака отдаляется потихоньку. Не спеша идет. 253. Здесь, во-первых, препятствие — это снег, лес, тайга. И спуск метра 4. Там повороты, как бы берега зигзагами ходят у реки. И связь, я смотрю, хорошо ловит. 253 метра. Пока стоит.
Связь есть. Вот красная точка, это говорит о том, что связь есть. Кто ищет, тот находит. Где-то с километров прошел и нашел первую чагу. Вот она как выглядит. Кому интересно, можете смотреть на моем канале, там сбор чаги. Есть всегда. Собака появлялась, вот следы. И куда-то вперед ушла. Вот, сейчас я буду эту чагу брать. И дальше в путь. Вообще такая гуща тайги. Ну, больше 300 метров он не уходил. Сейчас глянем. 82 метра впереди меня он идет. Сейчас я вижу его, где он. Опять же на севере. 82-84. Потихоньку, медленно, вот так идет и идет. Спокойно. Так. Частота обновления. Так. Кнопку можно заблокировать и разблокировать. Так, сейчас я еще один момент посмотрю. Частота обновления хочу вам еще показать. 2,5 секунды. Можно выбирать тут. Вот, пожалуйста, 5 секунд. Ну, у меня самое быстрое обновление. Поэтому вот я так смотрю. Вот 110 метров. Ну да, идет потихоньку вперед. 120 метров. И уже курс поменял. Немножко восточнее пошел. Вот видите, вон там он находится где-то. 126 метров. Следов нету, к сожалению, чтобы он кого-то там по следу и шел. 141. Ну вот. Тулан догнал меня, вон он ходит. О, тяжковато, ребят, ходить, конечно. Включился показать еще одну чагу. Приходится много идти, чтобы вот найти вот эту красоту. Дары природы зимние. Вот. Так выглядит береза. Берез много. Прям 50 на 50 примерно. 50 берез, 50 елок. А вот чаги минимум. Далеко я ходить не стану. Дойду до Соснового Бора. Там уже по своей буранице. Обратно пойдем к мотособаке. Ну, Туран ушел куда-то. До 300 метров ходит от меня. Далеко не уходит. Вот. Ладно, сейчас берем эту чагу. Ну вот я уже иду по сосновому лесу. Собака идет впереди. Вон она бежит. Туран. Где он? Пожалуйста. Ну, здесь бураница. На мотособаке я ходил. Много походов уже по этому снегу. В эти места у меня были. Вот так я в карман положил базу. Что я могу сказать, ребят? В общем, первый тест такой у меня был. Вроде все работает и неплохо. Я вижу направление, куда идет собака. Сколько до собаки расстояние. А что еще больше? Ничего и не надо. Один минус сейчас у нас. Уже много навалило снега и собака просто тяжело ему ходить, бегать. Но пока справляется. В ельнике не так много снега, как вот, скажем, если я здесь пойду по сосновому лесу, уже намного больше. Немножко набрал, килограмма 3, наверное, набрал чаги. Подышал свежим воздухом. В общем, все понравилось. А сейчас где-то, грубо говоря, 2 километра буду я идти к мотособаке. Модный стал. С ошейником модный стал. План. А? Вот так будем шуровать по дороге.
Давай газуй. Ну вот, я у мотособаки. Тулан где-то он там появлялся. А вон он. Далеко. Идет, наверное, сейчас посажу его на поводок и уже поедем. Собака у меня уже на санях. Все, поход закончился сегодняшний. Будем выключать ошейник и также вот эту базу. Включается очень просто. Здесь написано КО-1, ну как бы ошейник 1 на точке, как бы он на месте. Тулан лег, отдыхает. Вот. Сейчас буду выключать. Клавиатура разблокирована, она пишет. Возвращаюсь в основное меню и держу выключение. Все. А ошейник, она выключается. 2 раза нажимаешь на кнопку и держишь. 1, 2 и держишь. Все. Она выключилась. Все очень просто. Конечно, новичок может и не разобраться. Я тоже почитал инструкцию, как это все делается. Очень простой ошейник, очень простая функция в этом навигаторе, в GPS базе, так называемой, в этой базе. И функции там основная для меня это, конечно же, расстояние, направление собаки знать, а все остальное для меня просто он не нужен. Дальше в дальнейших фильмах вы уже будете смотреть охоту с этими ошейниками. Следующий поход у меня будет леденеет лапы. В следующем походе я уже выеду, наверное, на снегоходе Буран, съездим подальше, возьму ружье и лыжи, наверное, придется взять, потому что очень уже тяжело ходить по тайге. Ну и в дальнейших походах моих вы, конечно же, все это будете смотреть, видеть. Так что подписывайтесь обязательно и смотрите. А кому интересно насчет этого GPS ошейника, трекера, я ссылку все оставлю в описании под видео и, конечно же, закреплю в комментариях. Переходите по ссылке, смотрите, присматривайтесь, кому интересно, можете уже по желанию купить, там, ходить с ним, с собакой в походы, на охоту. В наше время он очень даже помогает. Потому что бывает не понимаешь, в каком направлении собака, или лает собака где-то, и не знаешь, на каком расстоянии лает кого-то там. Ну, в общем, будем дальше тестировать и пользоваться. Все, давайте, до новых видео, до новых встреч, пока.